В результате расстрела добровольцев из Таджикистана под Белгородом 11 человек погибли, 15 ранены. К какой договоренности пришли Таджикистан и Кыргызстан по окончании встречи в Душанбе? Ибрагим Раиси обвинил США в продолжающихся протестах в Иране. Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет доведена до конца. Высокопоставленный представитель Украины заявил, что двое человек, расстрелявших мобилизованных на военном полигоне под российским Белгородом, были родом из Таджикистана. Российские же СМИ сообщают, что в результате теракта 11 человек погибли, 15 ранены. Вечером 15 октября Минобороны России сообщила следующее. 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт. В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. Ответным огнем двое террористов уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы. В свою очередь, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в Ютубе, что огонь открыли добровольцы из Таджикистана после спора на религиозной почве. Агентство Reuters со ссылкой на Алексея Арестовича сообщило, что Таджикистан является преимущественно мусульманской страной, в то время как большинство россиян имеет христианское вероисповедание. Неизвестно, чем обосновано утверждение советника президента Украины, который назвал нападавших добровольцами из Таджикистана. В сообщении Минобороны России говорится, что нападавшие были уроженцами одной из стран СНГ, но конкретная страна не называется. Власти Таджикистана пока никак не отреагировали на этот инцидент, в Минобороны России не объяснили мотивы добровольцев. В соответствии с достигнутой договоренностью двух стран с 10 по 15 октября в Душанбе состоялась встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Стороны обменялись мнениями о прохождении линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана, сообщает Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Детали рабочей встречи не сообщаются. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, комментируя на пресс-конференции итоги трехсторонней встречи лидеров России, Таджикистана и Кыргызстана, заявил, что стороны должны будут передавать свои идеи по урегулированию ситуации и решения для стабилизации стоит искать вместе, пишет РИА Новости. Договорились о том, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей, сказал Путин. Он пояснил, что в Москве даже больше достоверной информации по границам между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Продолжающиеся в Иране протесты, спровоцированные смертью задержанной полицией нравов Махса Амини, президент Исламской республики Ибрагим Раиси назвал следствием злых практик большого сатаны США. По его мнению, дестабилизацию внутриполитической ситуации в Иране входит в планы американской стороны. Однако они, считает Раиси, были разоблачены сознательным иранским народом. Враги стремятся посеять разочарование в иранском обществе, сказал президент, призвав к эффективным мерам для решения проблем народа, чтобы нейтрализовать заговоры, вынашиваемые врагами, приводит государственное агентство ИРНА слова главы государства. Он также процитировал аятоллу Хамейни, назвавшего США великим злом. Ранее ответственность за протесты в Иране на США возложил духовный лидер Ирана аятолла Хамейни, который считает, что американская сторона видит проблему в сильном и независимом Иране и его прогрессе. Он также назвал Украину жертвой политики США. С
Специальная военная операция России на Украине продолжается и будет доведена до конца. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, потенциал России позволяет продолжать СВО даже в условиях оказания помощи Украине со стороны Североатлантического альянса. Одно дело – это киевский режим, а другое дело – это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжить в этих условиях операцию, подчеркнул пресс-секретарь президента России. В конце сентября глава государства Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации остаются неизменными. В первую очередь это освобождение Донецких и Луганских народных республик. Президент Российской Федерации отметил, что ЛНР освобождена полностью, а ДНР частично. До этого Песков отметил, что если Украина по-прежнему намерена вступить в Североатлантический альянс, остается главной угрозой для России и приобретает большую актуальность, одна из причин которой и сделала необходимым проведение специальной военной операции.